привет! Сегодня 24 июля, 25 год. Я в Вилюйске. Позавтракал, уже встал. Умылся, побрился. Все, собрал вел. И сейчас пойду в Верхний Вилюйск. Сегодня путь такой. Где-то там около сотни, плюс-минус. Надо доехать до вечера. Там переправа через паром. До 11 вроде работает. Вот надо успеть. Ну что, Вилюйск, Покедово, поскакали в Верхний Вилюйск. Так, речка Эмник, и он указатель. Значит, налево Молодежный, направо Молодежный, а прямо Мирный. Там где-то асфальтобетонный завод стоит. Рядышком прям. Ну все, цель понятна, Мирный. Прямо. Вперед. Туды. Да, это 580 километр. 580. Ну вот. Где-то около 70 с небольшим до Верхневилюйска. Так, Вилюйск закончился. Тайга. Ну, здесь деревушки есть. Говорят, не очень далеко. В них кафешки. Как бы комфортный участок прям совсем. Да и тут ехать 76,4. Нормально. Едем, едем. Только выехал тут редкий велосипедист. Ты сколь привет? Привет. Вот. Катается народ тоже. Немножко. Указатель. Сыдыбыл 300 метров налево. Мирный прямо. Ну а тут лесок такой вот идет. Сосничок. И с той стороны также. Асфальт пока. Хорошо. Красотень. Ну, как по прогнозу 27 температура. На солнце, понятно, жара. Так, 27. Это радует. Пока мошка вчера достала вечером. Но сегодня с утра пока нет. Вон оводы чуть-чуть прилетают, улетают. Ну, нормально. Ехать можно. Ветерок чуть встречный. Так, приятно. Лишь бы не сильный. Так, Сыдыбыл и Мирный. Но ничего не поменялось. У вас слева озерцо. Сияет. Проехал 12 километров проехал. Старый асфальт сменился новым. Значит, скоро закончится. Да, а пока по асфальту катим хорошо. Редкие машинки попадаются. Ну а что по бокам? Сосняк, тайга. Так, 599 километр. Кеданда направо. А здесь Улуха. Информационный стенд какой-то. Так, что мы имеем? Мы имеем Мирный 575, а Якутск 600. Ага, больше половины проехали. Ну и тут озеро. Загончики. Скамеечки у них вон с одной, с другой стороны. Ну хорошо, прям молодцы. Ладно, поедем в сторону Мирного. Еще 575.
ну что у нас тут все? Все по-летнему, в сланцах. Жарень. Ну, так и катим. Жарища. Но вон машинки, да, попадаются иногда. Это хорошо. Вот такие вот водяные участки встречаются. 602 километр. Проехали. Ну, там озеро. За лесочком. Ну так. Очередная речка. Ну, их не часто здесь, немного, но есть. Встречаются. Вот река течет. Песчаные берега. Ну, сейчас посмотрим, где и что там дальше. Так, речка Чебыда. Чебыда. Песчаные берега. Так, нам где тут стоянку обещали. Вот, песок. Вон люди купаются. О, кстати, да, вариант искупаться. Так, только как туда спуститься? Ага, давай смотреть. Ну что, оставляю вел тут, на дорожке, на мосту. А пойду, вон там ребят купаются. Пойду-ка и я окунусь. Что там у нас? Посмотрю, как это. Он говорит, ничего, вода. И тут вроде, он говорит, ничего. Ну что, теплая? Вода нормальная? Только где глубоко, да? А? Заход-то где? Вон там? Ну. Ну что? Так. Водичка теплая. Отлично. Можно купаться. Тут корни немного только. А так хорошо. В общем, приятная прохлада. Да. И здесь вот. Ну, течение быстрое у реки. Течение быстренькое. Течет. Опасно отходить туда дальше. Поэтому барахтаемся здесь. Да. О, где-то тут. О, ну примерно так вот. Это выглядит купание в якутских реках. Можно одеваться и продолжать путешествие. Да, заодно пока остановился, думаю, перекушу. Искупался. Вон у меня чебата остался. Третий день вожу и банан сейчас. Съем это все. И будет нормально. И можно будет ехать. Но вот, говорит, за мостом все кончится. Асфальт и начнется песок. Песок, камни. Все это за мостом. Угу. Жалко. Ребят, поехали. С Вилюйска. Ну, с кем купались. Угу. Ну ладно. Да, вкусно. Сразу чайки прилетели. Сразу за мостом стояночка. Сейчас мусор выбросим.
Кожурки банановые. Угу. Ну вот, посидеть, пожалуйста, можно. Туалеты вон, все. Так. Оп, мусор выбросили. Все, погнали, посмотрим, что там написано. Бэхэбулу какой-то. Эй, едем дальше. Наскальные рисунки. Так. Ну а здесь другой район, как понимаю, начинается. Это граница двух районов. Ага, точно. Это Верхневилюйск. Верхневилюйский район. Вот. И дорога кончится сейчас. Ну да. Вот так это выглядит. Верхневилюйский улус. Но здесь вот, да, Форинский наслег, гербы, флаги. Год создания наслега 1771. Ого, 1767. Это Кырыкийский наслег. Это Мейикский наслег. Бутулунский. Ну и там с той стороны то же самое. Так, здесь еще в 1633 году отряд боярского сына воина Шахова, проплыв Верхний и Средний Вилюй, отметил существование отдельных групп якутских родов. Ну, в общем, перепись отмечает наслега такие-то. Во второй половине 17 века начато освоение верхневилюйских земель якутами центральных улусов Хангаласского и Намского. Начиная с 1648 года фигурируют бутулинцы. Ну, вот так вот. Район образован в 1935 году. Харбалах Верхневилюйского района. Ну вот. Так вот. Ну тут все современное. Ну вот этот был Едюгейский наслег. Год основания 1771. Численность населения 2814 человек. Расстояние от районного центра 1 километр. Ну да. Короче, мы Верхневилюйск держим путь. Верхневилюйский улус. Ну да, тут внизу, тут на отшибе только. А остальные где-то здесь. Ладно. Отдохнули. Искупались, перекусили. Ознакомились чуть-чуть. Можно ехать и дальше. Ну да, вот не проехал я и 200 метров. И вот он, асфальт заканчивается. Начинается песок. Да, а я сбрызнусь от мошки. Мошка уже кусает. О, знаете, летают страшные слепни. Достали. Сейчас будем. Угу. Ну ладно. Что есть, то есть. Погнали. Ну, началось. Сейчас еще 2 пройдут. Да. Ну что, понеслось. 35 километров. 40 еще. 35 проехал.
по 40-ник. По бездорожью и разгильдяйству. Ну ладно. Вариантов особых нет. Будем искать пути. Да. Ну что, приспустил маленько колесики. Чуть-чуть лучше ехать. Да, но песочек все равно такой глубокий. И главное, тут бесконечный. Он что таскает. Да. Ну ладно. Едем пока потихоньку. Вот 6-7 километров так и буду ехать. Похоже. Да, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти. По песку ты здесь не натолкаешься. Этот вел, он тяжеленный. Так, 40 километров. Даже со скоростью 5 это 8 часов. Со скоростью 6 сколько это? 7 часов, да? 7 почти. Ну вот, а время без 22. Без 22 плюс 7. Ну, к 9. Ориентировочно, если все нормально. Как один из вариантов. К 9 часам я должен добраться. Так, гребенка вот это вот. Волны, стиральная доска. Как хочешь назови. И песок. Короче, удовольствие то еще сейчас будет. На протяжении этих вот 7 часов. 40 километров. Вот 9 я еду. Ну, здесь сюда проглядывает старый асфальт. Наверное, советских времен еще. Ладно, включаюсь. Что тут смотреть? Вот это и смотреть. Вот веселые картиночки здесь у них. Лошадки, люди, что-то там. Ну а здесь песок. Да. Вот эти горки. Вот частички асфальта. Ну, короче, да. Ну, километр проехал. Ну вот, там смотрю, и бетон. Сверху асфальт. Все покрыто. И на тебе песок. Что за безалаберность такая? Бесхозяйственность. Все забросили. Вы поддерживаете? Ой, кошмар. Вон что. Куда деньги тратят? Хозяйственники. Блин. Горе одно. Сделайте дороги. Вот. Такой вот знак. Еду я, тут лошадки пасутся. Коровки. А тут Харбалах. Монумент Харбалах. О, вот такой вот он. А вот и деревушка. Так, там одно, а здесь поселок называется Кюль. Кюль. Вон там вот какие-то кладбища, наверное. Тут коровки. Да, в общем, до Кюля доехал. Дорога не изменилась. Вот Кюль. Частные домики. Так, там что-то не знаю. И здесь тоже, ну там. Тоже непонятно что. Ну, какие-то строения есть. Тоже деревня, также продолжение. Ну вот. Сейчас он до тут дойдем. Может там
Кафешка есть, посидим в теньке. Водички попьем. Ну, у местного он спросил, мотоциклиста. Говорю, что с кафешками? Он говорит, нет, кафешка, магазин. Я говорю, ладно. Ну, говорит, в 3 откроется, время без 15:03. Я говорю, куда? Он, вот по этой, говорит, едь улице, там слева увидишь. Я говорю, ну, хорошо. Вот это правая часть поселка. Вот так у них тут. А здесь вот. Харбаласский наслег, администрация. Вон там чуть дальше клуб был. Здесь, я так понимаю, парк. Вот. Игровая зона. Качельки. Карусельки. Угу. Здесь. Оп. Экскурсии, пока магазин закрыт. Это что, фок? Полоса препятствий. Спортивные площадки. Ну, тоже какие-то 2 здания. Сейчас он до конца доеду и обратно. Ну так. Хорошо. Полоса препятствий прям в полном порядке. О, здесь корт. Футбольное поле. Что там футбольное? Ну, теннис. Подо все. Мини-футбол, баскетбол. Да, теннис, волейбол. Играй, что хочешь. Ворота вделаны, счетов нет только. 1. Ладно. Ну вот так. Тут сразу картофель растет. Ну что, хорошо. Разворачиваемся и едем обратно. Да, это 2 школы. Вот ближний к нам взрослая, с 5 по 11, а там за ней младшая. Ну, говорит, во всех классах есть дети. Вот, вон девочка, вот я с ней разговаривал. Говорит, ну, у нас, говорит, 7 человек. Ой, она в 7 классе, 10 человек у нее в классе. Нормально. Вот. В общем, так. Живет Кюль. Ну, правда, кони везде ходят. Коровы. Деревня. А это у них центр культуры имени Барахова. Самое большое здание в поселке Кюль. Да. Ну что, зашел в магазин. Купил водички. Минералки нет, сладкой взял. Ну все, выпил. А, и корж взял, коржик. С коржиком. Съел, поел. Все хорошо. Едем в следующую деревню. О, что-то асфальт появился. Чудеса. Ну, это к клубу, наверное, подъезд. А вон какая тут природа. Ладно, где-то километров через 15 кафешка будет. В одной деревне нет, следующей. Ну вот до Кюэля все было в песке. После Кюэля вот местами асфальт, местами песок. Ну я проехал это все пару километров. Речка Ирялях. Ну вот так он то раз, то заметен песком. Ну, около моста, понятный сам мост. Асфальт. Так, течение что-то прям вообще никакое. Так себе речка. Очень медленная. Вот, прям тут участочек. Мне нравится. Красота. Асфальтик. Даже он его латают периодически. Так, еду. Раз, здесь памятник. Сырии Тулаи. Короче. А здесь река Быракан.
Баракан. Ну вот. Перед ним опять песок. Короче, да, так по песочку. По этим барханам песчаным мы едем. По этой гребенке. Стиральной доске. Волнам. Как угодно назови. В общем, то еще удовольствие. Местами асфальт старый. Ну. Фу. Ну да, и машины. Машины, после них пылища. Вот. О, Баракан. Баракан. И что здесь у нас? А ничего, вот она такая. Вяло текущая. Ну и там куда-то вытекает. Вот так вот едешь, тут раз, ну и сразу за речкой Баракан. Хоп, машинка в кювете. Да. Блин. Жестко. Ну, этот работает. Удивительно. Ну. Да, происшествия на дорогах. Никого не видать. Ну, давненько уже. Похоже на то. Оп. Ну вот, тут прям вот вровень с дорогой, вот это озеро. Не озеро, а какое-то болотце. Не знаю, водоемчик. А с этой стороны они вот пониже, причем намного. Вот за этим еще один. Вот такой перепад приличный, дорога их разделяет. Ну а нам туда. Да, жарковато, ветерок еле-еле. Ну, на открытых участках, вот, ну где здесь открытые, вон деревья колышутся чуть подальше от дороги. На дорогу мало что попадает. Так, река Кюргелях. Ну, тут спуск. Вот там машинка прет, дай-ка я на эту сторону перееду. Ну да, он раньше был мост старый. Ну, теперь вот новый Кюргелях. Ну так, купаться не будем, едем дальше. Тамалакан. Доехали. Вот табличка, вот почетные люди. Описание района небольшое. Ну, как он называется, Улус у них или кто это? Услек, Ислек, как? Так, Наслек Верхневилюйского Улуса. Ага. Ну вот паспорты. Паспорт, люди. Все дела и пылище, да. Ну едем, что теперь? Там где-то под песком асфальт он проглядывается. Это река Моосаны. Ага. Вон она такая с озерцом вот. Разлилась здесь. Оп-оп-оп, уточки он плавают. Хорошо. Вот там купается народ за поворотом. Может быть, и мы сейчас искупаемся. Посмотрим. Да, жара сегодня. Очень-очень жарко. Фу. Дорога, вот давайте еще раз. Это даже до мосту, где, казалось бы, должно быть. Ага. Ну вон народ купается, пару мотоциклов.
машинка. Поеду-ка и я. Узнаем, как тут. О. Вау. Вот. Фу. Здравствуйте. О, я к вам покупаться. Ну вот, а купаться запрещено. А мы купаемся. Ну вот, искупался и здесь. Все, в сланцы сейчас опять пойду. Все разъехались. Ну, вместе с ними он вышел, он машина выезжает. Последняя. Пацаны раньше вышли. Ну все, туда, так вот доходишь где-то вот до сюда. Там глубоко в середине. И там опять бережок. Ну, там около кувшинок. Постояли, побарахтались, поболтали с мужиками. Все. И обратно. Ну, здесь такое, да, илистое дно. Ил. Ну, приятно, теплое. Теплое лето. В Якутии лето. В любой речке купаться можно. Отлично. Так, говорит, через пару километров чайная будет. Можно зайти поесть. Ну, вот так нормально. Окунешься, прям свежо, хорошо. О, можно ехать. Настроение совсем другое. Да, ну я, похоже, обгорел. Ручки жарят прям. Да, надо было одеть с длинным рукавом. Ну ладно уже. Что получилось, то получилось. А вот впереди деревушка, похоже, в ней есть кафешка. Или чайная. Чайная. Я уж отвык, в советские времена были там чайные. Ну, а тут все так и осталось. Чайная. Да. Сейчас кафе везде. Ну, кроме Якутии. Тут чайная. Так. Две речки сегодня опробовал. Ну, еще не вечер, еще Вилюй будет. Надеюсь, доеду до него. Там переправа. Надо переправиться сегодня, я думаю. Ну, постепенно все. Так, я проехал 60 километров. Осталось, сколько там, 74, где-то 15 осталось, 76 ли. В общем, 15 километров еще ехать. Да, с этой скоростью это часа 2-1,5. Как пойдет. Так, доехал Оросу. Оросу, и тут вот конь у них такой стоит. Приветствует въезжающих. Ну давай подъедем к коняшке. Оп. Ого. Вот такой вот это конь. А вот Оросу. Так, давай своего тоже. Оп. Так, ух ты. Думал, почитаю. Да, тут не по-русски. Ну ладно. Оросу. Тут частный сектор. А там строится здание прям. Вон панельки из панелей. Спортивный комплекс. Это обычно у них ангарчик такой, вон, полукруглый. Ну вот и едем дальше. Где-то кафешка должна быть. Это я и не заметил. Она же вот сразу. А я что-то смотрю. Кафе Наталья. Наталья. О, здесь вот скамеечки. Ну, открыто написано. Оп, 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 оп. Пошли. Давай вот здесь припаркуем. Слева.
Так. Отлично. Ну, пошли есть. Пойдем. Ага, что-то я отторкнулся, а закрыто. Блин, ну пошли дальше. В следующую кафешку. Открыто, открыто. Ну так бывает, значит. Не здесь будем есть. Ну что, зашел в кафешку. Да. Я один посетитель сегодня. Дархан, путешествие, в ритме путешествия. Ну, чай я брал, чай мне вообще не понравился. А вот этот должен быть получше. Ну, все, мой ужин. Сегодня на ужин тефтели с картошкой. Отлично. И салатик взял овощной. Я думаю, сейчас будет здорово. Съем все это. И можно будет доехать до Верхневилюйска. Тут недалеко осталось. Пятнашка, наверное, где-то. О! Ну все, приятного аппетита. Да. Так, я еще к ужину туриста добавил беляш. Ну и все это уничтожил. Да. Все-таки переоделся, решил. Плечики уже ждет. Руки горят. Плечи вот прям тут. Думаю, переоденусь. Поберегу себя маленько. И покатили дальше. Ну, сейчас он, мужик тоже ел, водитель микроавтобуса. Ну, говорит, там зверье, пожары были, шныряют зверье. Ну, туда, ближе к этому. От Сунтар до Мирного. Говорит, там опасненько. Я говорю, ну, ясно. Говорю, мне говорили уже. Ну, до Сунтар будем смотреть, как. Где-то сами едем. Где-то, может, с кем-то. Ну, пока катим. Вот, заканчивается деревушка. Оросу. И мы опять сейчас будем на песке. Ну, в поселке он хорошо, даже песка нет. По обочинам только он где-то. Что, время к вечеру. Прям заметно. Ага. А время без 25:07, полседьмого. Да. Куросу пока. Ну вот обычная картина. Где-то разделительные полосы. А здесь разделительные коровы. Эти справа, эти слева. А эти по центру. Да. Вот так вот. Ну и там остальное стадо. Речка Негедяк. Во, по мосту прям хорошо плиты. Отлично. Бетончик. Ну а речка что-то опять течение слабенькое. Такое. Там поля. Сенокос идет у них здесь. Все на сенокосе. Много народу едет, но с косилками. Еще с чем-то там. В общем, все заняты сенокосом. То впереди зима, чем скот кормить. Вот сеном. Вон поля. Думаю, что за трасса? Это трасса А-331. Вот как. Так, доехали до Балаганах. Направо. А мы продолжаем ехать прямо. Ну, у них интересно тут посреди дороги. То бревна прям торчат. Я не знаю, там раньше что было. Может, из бревен это все было сложно. Вот, прям посередине дороги. Ну, под уклончиком, но все равно бревно, это дерево прям. И не один раз видел. Вот, сейчас там прям провал такой. Видно, делали слив для реки или как там. Ну, в общем, продырявилось. Прям дырище. Да. Такая опасненькая дорога. Ладно, это все в середине. Как бы вот по центру. Не на полосах движения, так скажем. Есть шанс увернуться. Вот. Балаганах.
Вот сено повезли. Трактор тащит тюки. Еду тут раз с правой стороны. Вот захоронение прям. У них вот несколько. Раз, два, три, четыре. Я насчитал могилы. И здесь Тубаруков Петр Николаевич, народный поэт Якутии. В 2001 умер. А здесь Наговицына Евгения Васильевна. В 94-м. Вот что-то стихи какие-то на их языке. Ну вот так. Серп и молот, звезда. Все, бюстики прям. Вот две могилы. Ну там, не знаю, что там за ними. Вот. Там, похоже, пастбище опять. Или сенокос. В общем, что-то забор какой-то стоит. Мост. Что, дойдем? Пошли посмотрим, что здесь такое. Ну, наверное, еще увидим. Так, вечереет. Хорошо, не так жарко становится. Да, ну вот куда дорога уходит. Здесь вот такой бревенчатый настил. Такой мост через канавку. Ладно, погнали обратно. Там на трассу. Да. Скоро город, похоже. Я проехал 70 километров. Время 19:15. Да. Ну, хорошо. Засветло и город рядом. Еще раз вот так. А тут какой-то стенд был. Афиш или что? Ничего не осталось. Ладно. Селение Хомустах. Наслег Хомустах. Надеюсь, последнее. Перед... Что-то карту не помню. Перед Верхневилюйском. Вот так вот. Нам. Или хам. Нам. О! А на этой стороне Доллох Аяны. А мы прямо. Вот он. Вот, а здесь такие вот двухэтажные, трехэтажные здания. На сваях все стоит. Здесь вот Эрчим. Место, не знаю для чего. Для празднования, наверное. Там стадион дальше. Молодежь. Ну, не знаю, что такое. Наверное, школа. Теплицы вон какие-то. Здесь стадион, я так понимаю. Ну, а здесь лошадки. Да. Ну да, он ворота, городок спортивный. Да, ну это здорово. Здравствуйте. Скажите, это что за здание? Школа? Давно построили? Да. Давно, да? Красиво. Спасибо. А это что было? До вас еще, да? Ну, все, ладненько. Всего хорошего. Ну вот. Да, то большое здание школы. О, велосипедисты местные. Так, слезу-ка я, пешочком пройдусь. Ну вот он, долгожданный указатель. И что мы видим? Верхневилюйск 9. Нюрба
140 и Мирный 527. Вот так вот. Ну теперь понятно. Нюрба 140. Это где-то с ночевкой. Я думаю, километров по 70 нормально будет. Ну а до Мирного не знаю, будем смотреть. Так, указатель Тообуя налево, Мирный прямо. Вот здесь вот такой заливной луг, а здесь просто озерцо прям. Чайки вон, еще какие-то птички. И лес. Красиво. Остановились ребята. Вот, спрашивают, что как. Я говорю, ну вроде все нормально. Угостили водой. Все, якутский подарок. Очень нужно. Ну все, поедем дальше. Верхневилюйск переночуй там в гостинице, нормально. Да, там с правой стороны должен быть гостиница. Да найду Там сейчас. апельсин называется. Если нет, прям палатку поставлю рядом с гостиницей и все. Буду спать. Фу. Если Ну вот, концерт вот это хорошо, блин, сейчас всего- хоть развеется. как раз это бесплатный концерт там сегодня. Ну, будет. отлично. Посмотрим. Ну, комары злые у вас. Мошка появилась, блин, комары, Да. короче, жесть. Еще там в Чебыде, наверное, эти как. Кивни этой климат. Ну что это? Не смейся. Да ладно. Мухи, короче, большие. А, ну понял. Слепни, ободы. О, вот А, это. ясно, ясно. Вот они. Фу, ну вот. Вот такие эти- встречи на дорогах у нас. Ну ладно, пойду я. тебя а то свой и вас был? Ну, сожрут. если это Машка. И я пошел. Пока. Все, такие встречи у нас. Ну вот сразу спуск небольшой и река Юмюлюн. Юмюлюн. Такая небольшая речка. Юмюлюн. Оп. Вот так это выглядит. Ну, песчаные берега вон. А с этой стороны то же самое. Без изменений. Ну а мы едем. Блин, пылище это. После машин прям хочется постоять немножко. Будешь стоять, вообще не доедешь. Погнали. Такие орлы летают тут прям рядышком. Вот второй. Сидят в траве. Раз. Один, потом второй взлетел. Ну да, вот какие пастбища у них тут. Огорожено все. Сенокос идет, да. Косят. Ну вот. Сухое дерево, а что-то на него все вяжут ленточки. Вот здесь заправочка, так понимаю. Ага. Так. Ну когда город-то уже? Или что там этот? Город он, наверное. Или районный центр, поселок. 84. Сейчас будет 85 уже километров. Пора бы появляться, а у нас все гребенка. Песок, пылище. Да. Мээнэкэн. Мээнэкэн. 4 буквы Э. Вот так речка, ее надо заснять. Мээнэкэн. Вот такой он, Мээнэкэн. Сюда течет. И где-то вот оттуда, да. Вот так вот. Мээнэкэн. Ладно. Да. Верхний Вилюйск. Сразу за этой речкой. Фух. Такой подъемчик. И вот это здесь. Так. Приехали. Верхний Вилюйск. Ну вот здесь прям ворота, арка. Вот так. Ну вот, вечернее время, температура 26 градусов. Офигительно. 26 градусов.
температурка. В 9 вечера. Вот такая пылища стоит. Потому что в город въехали, но еще ехать до него, не знаю, у них так обычно какое-то расстояние еще там километр, 2, 3, 5 бывает после этой стеллы с надписью «Город». Так, давай на асфальт выбираемся. Ну вот, красотень. Ну вот вам еще, посмотрите, как это все выглядит. Это город уже, да. Вот так живут люди в солнечные дни. Паромная переправа прямо. Хорошо. Купил кваса в магазине, до 12 работает, вообще отлично. То есть я сегодня с водой буду. И может что-нибудь поесть еще возьму. Ну вот выхожу, а тут местные ребята, верхневилюйские. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Вот они тут тоже на белых гоняют. Говорю, что делать? Да, говорит, отдыхаем. Отдыхаете? Отдыхает. Показали, где гостиница. В общем, помогли. Спасли меня, бедного путника. Ну все, ладненько, спасибо, пойду размещу. Ну что там, да, в парке идет концерт. Где-то. Но мне некогда, надо что-то поискать, поспать. Тут комарек кругом. Здесь вот у них памятник защитникам Родины. Ну, до парка доехал. Думаю, нет, там вон слышно музыка. Поет. Вот так, короче. В той гостинице я не достучался. Сейчас в эту вот заеду. Узнаю, что. Да где-нибудь в парке вон встану. В том, где. О, вкусный маркет. Сейчас на обратном пути захватим. Зайдем. Тоже вот у них памятник Ленину. Здесь есть такое место. А мне надо где-то храм, у них церковь. Вот так. Так. Меня он куда-то сюда ведет. Вот к этому зданию, вот сюда. Этот гостевой дом. Ну давай зайдем посмотрим, что они предлагают. Да что-то можно и в палатке, говорю, переночевать. Сейчас там концерт кончится, в парке поставить, он здоровый. Парк, парк, парк. Вот. Да, только пылище, конечно. Песок этот, пыль. Ужас. Ага, вон купол, вон там концерт идет. Ну, где-то здесь. Скалодром маленький. Ой. Ну, здесь кладбище у них вот было. С той стороны ехала, но по прямой не подъедешь. Ладно, давай паркуемся и пойдем, зайдем, узнаем, что здесь. Короче, заселился в первый подъезд. Там, ну не весь подъезд мой. Там комната первая. Позвонил. Хозяин говорит, заходи, вел заноси. Там, говорит, живут люди. Ну, пока достучался до них, спали. Там Кирилл, Адель, с Тюмени ребят. Пробы берут. Изыскание, там, проверки, не знаю, короче. Командировки здесь.
Все, вон там концерт идет в том клубе, вон, куполе. А я пошел в магазин, пока он еще работает и открыт. Ну, хотя сегодня, наверное, тушенку открою. Потому что я их вожу, их уже пора есть. Вот, но все равно что-нибудь куплю. Да. Что-нибудь купим. Вон городок у них тут. Как площадь. Ну вот. В общем, хотел деньги отправить. Он говорит, перешлешь, там номер написан. На тумбочке лежит. Номер лежит такой, хоп, а связи нету. Ребят, говорю, что? Да его, говорит, минут 5 назад пропало. Все, и МТС, и Билайн, и Теле2, и Мегафон. Все вырубилось. Нет связи. Короче, такие вот пироги. Да. Везет не со связью. Так, ну что, надо что-то покупать, есть и спать. Колено побаливает сегодня. Блин, это тряска. А вот это колено. Да, трясет. Песок, нагрузка непомерная. Так, магазин 8. 3 8. Работает до 12. Ну, пойдем с дальнего, что ли, начнем. Чтобы сюда вернуться. Так. Разберемся. Ну что, вот я внутри. В общем, тут 4 кроватки. Вел сюда затащил. Кирилл говорит, давай. Вот. Вешалка. Сейчас разберу, заправил постельку. Телек есть, смотреть, правда, некогда. Из окна шикарный вид. Ну, верхняя часть, да, купола церкви. Отлично. Вентиляторы есть. Все. Давай посмотрим, что еще тут у нас. Кухня. Холодильник. Плита, сейчас будем готовить. Микроволновка, все есть. Так. Водочайник есть. Угу. Ну все, в душ готовить, есть и спать. Завтра посмотрим, что делать. Завтра целый день будем решать, что делать. Блин. Ну, ладно, стой.